Физическая культура возникла и развивалась одновременно с общей культурой человека, а забота о развитии спорта по праву является важнейшей составляющей социальной политики любого государства. Занятия спортом способствуют развитию ответственности, толерантности, учат юных спортсменов сотрудничать и работать в команде. Вкупе это оказывает положительное влияние на процесс социализации личности. Но не менее приятны, конечно же, и победы, достигаемые благодаря упорству и труду. Получили серебряные награды в серебряном кубке. Там интересная схема была турнира. Организаторы хотели как можно больше наградить команд и сделали золотой кубок и серебряный кубок. То есть нам в серебряном кубке посчастливилось стать вторыми. 5 игровых дней, конкурс капитанов, игра тренеров. Футболисты из Абхазии провели на турнире 8 игр. Из них 2 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Лучшим игроком команды на турнире признан Нестор Аутлев. Наш клуб часто выезжает на турниры. Мы в этом году и были в городе Энгельс. Это Саратовская область. Там мы заняли 3-е место. Зимой, в январе мы ездили. Играли там в манеже. И часто мы выезжаем на турниры 3-4 раза в год, благодаря родителям, благодаря каким-то меценатам, которые пытаются помочь детям. Не только серебряный кубок привезли с собой с поездки юные футболисты. Алексей Иваненко рассказал, что ребята посетили Волгоград и вернулись на родину с массой впечатлений. Ребята также побывали на экскурсии на Мамаевом кургане. Это в городе Волгоград, в преддверии Дня Победы. Такое знаменательное место такое. Очень много наших граждан погибло во время Великой Отечественной войны. То есть прониклись ребята этой атмосферой, увидели смену караула. То есть там много чего интересного, глаза горели у детей. Это очень важно, что побывали в таком месте знаменательном. В марте футбольному клубу исполнилось 5 лет. Главный тренер клуба однажды и создал его, а теперь в детско-юношеском клубе, по словам Алексея Иваненко, множество детей самых разных возрастов. Как-то пришла идея самостоятельно организовать клуб, и потихоньку дети приходят и приходят. У нас много возрастных групп, начиная с 2009 года, заканчивая 2017 уже даже дети приходят. То есть коллектив такой большой уже. И 19 марта было 5 лет у нас здесь на стадионе, мы его праздновали, очень много детей было, гостей, мы позвали команды, с которыми мы часто играем, часто общаемся, и очень было интересно. Я надеюсь, что ребята хотят стать профессионалами, но если даже не получится стать профессионалами, они должны стать хорошими людьми. Это моя миссия, это миссия нашего клуба, чтобы не только воспитать футболистов профессиональных, но и детей, которые в дальнейшем могли приносить пользу обществу. Юные спортсмены также поделились своими впечатлениями от поездки. Впечатление хорошее, очень понравилось в турнире, как приняли. Была мини-экскурсия, понравилась Родина-Мать. Было очень красиво в Волгограде. В Волгограде все было красиво, очень хорошее впечатление о турнире. Очень много всего мы увидели. Была так называемая небольшая экскурсия по Волгограду. Там все красиво было. Родина-Мать очень красивая была. В музее там были все имена погибших. Команда выразила благодарность председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращу Хакба, советнику президента Абхазии Ахре Ашуба, Федерации футбола Абхазии за финансовую помощь команде. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.